Футболисты Милана на своем поле обыграли Лацио в центральном матче 14-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе Россонери результативными ударами отметились Амте Ребич, Хакан Чалханоглу и Тео Эрнандес. У римлян взятие ворот провели Луис Альберто и Чиро Иммобиле. Милан продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая началась еще в прошлом сезоне и достигла отметки в 26 матчей. Команда ушла на зимний перерыв, возглавляя турнирную таблицу, набрав 34 очка. Лациали идут на 8-й строке, имея в активе 21 балл. В первой игре второго круга Милан в гостях встретится с Беневенто. Матч пройдет 4 января. Римский клуб днем ранее на выезде сойдется с Дженуа. Российские спортсмены могут выступить на Олимпийских играх в Токио под флагом Олимпийского комитета России. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков. Руководитель исключил использование олимпийского флага, отметив, что ОКР остается полноправным членом олимпийского движения. Напомним, в середине декабря спортивный арбитражный суд утвердил санкции в отношении российского спорта и запретил использовать флаг и гимн страны. Ожидается, что Олимпийский комитет примет решение насчет флага до конца января. Российский нападающий Тампы Бэй Никита Кучеров пропустит регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за операции на бедре. Об этом сообщает пресс-служба команды. Травму россиянин получил во время матчей плей-офф в прошлом сезоне, по итогам которого он вместе с Тампой стал обладателем Кубка Стэнли. В прошлой кампании Кучеров стал лучшим бомбардиром в стадии плей-офф, забросив 7 шайб и сделав 27 ассистов. Всего на его счету 605 матчей в НХЛ, в которых он провел 257 взятий ворот и отметился 385 результативными передачами. Напомним, новый сезон лиги начнется 13 января. Тампа в первой игре встретится с Чикаго. Баскетболисты подмосковных «Химок» в гостях со счетом 88-82 проиграли испанской «Валенсии» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самыми результативными игроками встречи стали защитник россиян Эрик Макколум и его коллега по амплуа Мартин Хермансон из «Валенсии». Оба игрока набрали по 16 очков. «Химки» проиграли 8-й матч к ряду. Команда идет на последней 18-й позиции турнирной таблицы, одержав 2 победы в 16 турах. Испанский клуб идет на 5-й строке, имея в активе 10 побед. В следующем матче российские баскетболисты сыграют с греческим «Олимпиакосом». Игра состоится 29 декабря. Боксер Василий Егоров признан лучшим спортсменом Якутии 2020 года по версии газеты «КЫМ». Издание опубликовало итоги опроса, участие в котором приняли спортивные журналисты. Второе место в рейтинге заняла легкоатлетка Сардана Трофимова. Третьим стал борец Аял Лазарев. Напомним, в 2020 году Василий Егоров завоевал 3 медали, в том числе золото международного турнира класса А, прошедшего в Финляндии, серебро командного кубка России и золото чемпионата страны. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!